В эфире вечерние новости и главные события за сегодня. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Эпидобстановка в регионе продолжает оставаться напряженной. Более 40 новых случаев заболевания выявили за сутки. Лесной пожар тушат в Усть-Алданском районе Якутии. А между тем, всероссийские вузы в этом году намерены принять выпускные экзамены онлайн. «41 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Якутии за минувшие сутки. Из них 33 в Якутске, 2 в Алдании и 6 в Мирном. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал глава Якутии. По словам Айсена Николаева, также за выходные 43 человека выписались из больниц. Однако глава отметил, что тревожит появление среди больных пожилых людей. Эпидемиологическая обстановка у нас остается такой же стабильной, напряженной. За последние сутки 41 новый случай и количество в общем случаев заражения по республике с начала эпидемии 869. Также, конечно, нас тревожит то, что появляются моменты, связанные с появлением среди больных пожилых людей. В частности, вот после праздников появился из Намского улуса человек, 85-летняя женщина. Да. Есть случаи появления болезни в маленьких селах, в том же Намском районе. Вот. Есть случаи появления заболевших среди вахтовых рабочих в Аймякутском районе, в Алданском, в Мирнинском, в Нерюнгринском. Ну, вот это последние дни. Все, в принципе, случаи локализованы, выявлены. Вместе с тем это говорит о том, что работа с недропользователями, которые массово завозят вахту, конечно, должна усиливаться. И контроль должен быть усилен со стороны и правительства, и Роспотребнадзора, и самих работодателей по тем людям, которые приезжают в республику на те или иные работы. Также Айсен Николаев рассказал об отработке ранних очагов заболевания. В частности, по Якутской офтальмологической больнице и общежитии Северо-Восточного федерального университета. Ситуация более-менее начинает, в особенности по городу Якутску, у нас входить в такое стабильное русло. Мы понимаем, что у нас вот эти очаги, которые ранее были, офтальмология, тот же СВФУ, они уже не дают новых случаев. Случаи идут по уже ранее другим выявленным контактам. Вот, и их, к счастью, мы надеемся, что в ближайшее время уже будет не так много. Вместе с тем, конечно же, ответственность руководителей предприятий, учреждений персональная за соблюдение всех санитарных и эпидемиологических норм на их предприятиях, в их учреждениях, она, конечно, должна усиливаться. Министерство образования Якутии разрабатывает планы и графики по устранению кадрового дефицита в отраслях медицины, строительства и дорожного хозяйства. В связи со сложившейся эпидситуацией и изменением условий работы медперсонала решено провести курсы повышения квалификации среднего медицинского звена. На сегодня обучено более 1700 человек по основам борьбы против новой коронавирусной инфекции на базе Якутского медицинского колледжа. По данным Минздрава Якутии, всего необходимо обучить более 9000 сотрудников из государственных медицинских организаций. Напомним, что набор на ускоренные курсы продолжается. Для того, чтобы пройти обучение, человеку надо будет пройти самостоятельно, то есть на портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации. На этом портале образовательные программы наших учреждений аккредитованы и расположены. Вот, выбирает человек данную программу, то есть программу наших подведомственных образовательных организаций. Якутские IT-разработчики создали технологию, позволяющую выявлять коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии. Программа работает по технологии машинного обучения и гарантирует 95% точности. Подробнее в сюжете Саргаланы Неустроевой. С увеличением роста больных коронавирусной инфекцией перед врачами первоочередной задачей стало уменьшение времени, затрачиваемого на диагностику заболевания. В этом им помогли разработчики компании Сайберия. Изначально программа разрабатывалась для скрининга рака легких по методу Ланградс. И нами были разработаны алгоритмы сегментации и количественный анализ паренхимы легких на основе исследований компьютерной томографии. И они очень идеально были применимы к случаю для выявления коронавирусной инфекции. На реализацию самого модуля по вирусной пневмонии ковидной у нас ушло около 2 недель.
То есть за это время мы адаптировали алгоритм, переобучили модель нейронной сети, подготовили данные. Созданная программа все же не исключает участие в постановке окончательного диагноза врача-специалиста. Однако теперь делаться это будет в рекордно короткие сроки. И сама обработка исследования и получение результата занимает от 20 секунд до 1 минуты. Это зависит от количества срезов в самом КТ-исследовании. И это несравнимо быстрее, чем ручной подсчет. Пока проект запустили на базе Якутской городской больницы номер 2 и 1 и Якутской республиканской клинической больницы. Удаленно подключена Алданская центральная улусная больница. Также решаются вопросы по внедрению в других муниципальных образованиях. Тем не менее, как утверждают специалисты, использование программы повсеместно лишь вопрос времени. У нас РКТ-центр для ковидных пациентов, он открылся, уже работает 3-ю неделю, и поэтому у нас база неплохая, как бы уже есть, да, по этим ковидным пневмониям. И для специалистов, врачей-рентгенологов и IT-технологов, конечно, эта база очень даже помогает для того, чтобы именно развивать по данной тематике вопрос. К сожалению, реалии таковы, что теперь время не только деньги, но и здоровье. Впрочем, прогресс даже в самые сложные времена не стоит на месте. Нам же остается соблюдать все меры предосторожности, чтобы эти самые технологии чего доброго не применили к нам. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Теперь актуальная сводка о ледоходе на реках Якутии. На Лене нижняя кромка ледохода наблюдается в Кобяйском районе, ниже поселка Сангар. На реке Алдан нижняя кромка отмечается в пределах Усть-Алданского района, ниже гидропоста Верхоянский перевоз. В Устьевом участке реки выше гидропоста Батама и Кобяйского района сохраняется затор льда, наблюдается спад уровней воды. На реке Колыме нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Верхнеколымского района, ниже гидропоста Зырянка. Уровень воды у поселка Зырянка 606 сантиметров, при критических 770. Интенсивность подъема 7 сантиметров за 4 часа. Айсан Николаев рассказал о паводковой обстановке в Якутии телеканалу «Россия-24». Глава региона отметил, что пик по городу Якутску пройден. Уровни воды упали практически на 4 метра. 12 мая сложилась сложная ситуация в некоторых частях столицы, когда уровни воды превышали критические отметки до 20 сантиметров. В течение 2 дней были произведены взрывы ледовых заторов, что помогло избежать опасного явления. А о том, какая сегодня обстановка на северных реках региона, Айсан Николаев рассказал уже нашему телеканалу. Сегодня самая такая напряженная традиционная обстановка у нас начинает складываться на Колыме. Сейчас ледоход идет в районе Зырянки, уровни высокие, близкие к критическим. Традиционно затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта. Но вместе с тем говорить о том, что уровни там достигают уровня 2018 года и так далее, пока, слава богу, не приходится. Уровни пока все-таки еще далеки за критических. Оперативные группы МЧС и республиканских ведомств, они переброшены, находятся уже и в Зырянке, и в Среднеколымске. Необходимый объем взрывчатых веществ для проведения работ в тех районах, где традиционно на Колыме у нас затор бывает, в районе Среднеколымска, тоже на месте создан. Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка в Якутии должны начать на этой неделе. Такое поручение главам муниципалитетов дал первый зампред правительства Алексей Колодезников. По предварительным подсчетам, без учета искусственных сооружений на автодорогах, сумма ущерба составляет 64 миллиона рублей, в том числе единовременная материальная и финансовая помощь на компенсацию утраты имущества более 7,5 миллионов. Вместе с тем вице-премьер обратил внимание на необходимость приведения в нормативное состояние автодорог муниципального, межмуниципального и республиканского значения. По последней информации, в 7 муниципалитетах пострадали 97 домов, где проживает 306 человек. В основном пострадали жители городского округа Якутск, Жатая, Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Лесной пожар накануне обнаружили в Усть-Алданском районе. Очаг зафиксировали в ходе патрулирования якутской базы авиационной охраны лесов. В момент регистрации площадь составляла 2 гектара лесной и 1 гектар нелесной площади. В данный же момент действующий пожар на 3 гектарах лесной и на 1 гектаре нелесной площади локализован. По прибытию в пожаре вертолетом Ми-8
работают якутские авиаотделения, 6 работников ДПС и 6 ППС. В данное время пожар действует на 3 га лесная и 1 га не лесной. Силы и средства хватает. Железные дороги Якутии возобновили трансфер пассажиров по маршруту Якутск-Нижний Бестях и обратно с сегодняшнего дня. Отмечается, что проездные билеты, включающие проезд на автобусе и на судне на воздушной подушке, до железнодорожного вокзала Нижний Бестях продаются на сайте РЖД и в кассах проездных документов на поезд. Все российские вузы намерены проводить экзамены в 2020 году в дистанционном формате. Об этом в воскресенье заявил глава Миноборнауки России. Отмечается, что государственные экзамены и защита выпускных квалификационных работ были сохранены в качестве государственной итоговой аттестации в 77% вузов страны. В остальных высших учебных заведениях единственной формой аттестации стала защита выпускных работ. В Миноборнауки также заявили, что российские вузы могут отменить государственный экзамен. Разрешение ведомства на это не требуется. Скоро завершится дистанционное обучение у школьников в Нерюнгри. Согласно новому утвержденному плану, учебный год завершится до 22 мая, а у учащихся с 5 по 11 классы – 30 мая. Последние звонки выпускные пройдут в режиме онлайн. Что касается государственной итоговой аттестации, то официальных приказов еще не выходило. Однако, как пояснили в управлении образования, ОГЭ в 9 классах будет отменено. Таким образом, итоговые оценки будут выставляться на основании промежуточных, текущих, четвертных и семестровых отметок. Для выпускников 11 классов рассматривается перенос сдачи ЕГЭ на более поздние сроки. От экзамена могут быть освобождены те, кто выбрал только обязательные предметы. Это русский язык и математика. И поступать, в свою очередь, на основании аттестата в колледже. А поступающим в вузы, как мы говорили ранее, ждут утвержденного расписания ЕГЭ. Ну и, конечно же, немножко будет измениться рассадка детей в аудиториях. Это примерно она будет буквы Z, ну так буквально, схематично. Это для того, чтобы соблюсти дистанцию полутораметровую. Поэтому уже будет в аудитории не 15 выпускников, а 7. В связи с этим, конечно, будет увеличение аудиторий. Ну а вследствие этого мы предполагаем, что будут изменены даты. Не в один день сдачи экзамена таких объемных, как русский язык, математика, а в 2 дня. К другим новостям. Аймиконские волонтеры приняли участие в общероссийском проекте «Продуктовая помощь». В эти выходные приобрели продукты питания, сформировали из них наборы. Только в Уснере их доставили 70 одиноко проживающим и остро нуждающимся пожилым людям. Всего в районе насчитывается порядка 90 волонтеров-активистов. Началась акция оказания бесплатной одноразовой помощи продуктовой пожилым людям старше 65 лет, одиноко проживающим и остро нуждающимся. Вчера наши волонтеры упаковали продукты во все наши поселения нашего наслега. И сегодня волонтеры приступили к фасовке пакетов, которые предназначаются для раздачи людям, проживающим в поселке Уснера. Во всем мире сегодня отмечают День музеев. Праздник учрежден в 1977 году, а Якутия присоединилась к празднованию вот уже почти 2 десятилетия назад. Одним из первых стал Государственный музей имени Ярославского. Традиционно в этот день проводятся выставки, лекции, тематические мероприятия. Один из полюбившихся жителям города форматов – это музейный пикник и ночь в музее. Из запасников и хранилищ обычно извлекают редкие экспонаты и те, которые находятся на консервации. Несмотря на ограничения из-за коронавируса в Якутии, мероприятие, посвященное Дню музеев, все же состоялось, но в онлайн-режиме. Сами работники отмечают, что онлайн-мероприятия стали даже популярнее, чем традиционные «Ночь в музее» и «Музейный пикник». За 3 дня интернет-ресурсы музея посетили более 13 тысяч пользователей. Это большая цифра. Это говорит о том, что люди любят музей, что люди слушают наши лекции, что они востребованы. И я думаю, что это количество наших подписчиков будет увеличиваться с каждым днем, потому что все эти лекции, все эти экскурсии, они сейчас находятся вот на всех наших интернет-ресурсах. И штатные музейщики, и вот привлеченные, и краеведы, они все в этот день принимают гостей, рассказывают, показывают и вносит свой большой вклад в просвещение народов, в просвещение людей.
Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме. Напомню, что в этом году конкурс также планировали провести там с 12 по 16 мая, но его отменили из-за пандемии. На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале «Ахой». Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее. Уже известно, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в Евровидении 2020, все-таки будут представлять свои страны и в 2021 году. Кто отправится в Роттердам следующей весной от России, пока неизвестно. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до свидания.